Приветствую вас, дорогие телезрители, любители спорта, в частности футбола. И мое приветственное слово особенно поколению постарше, потому что сегодня у нас интервью с динозавром футбола СССР, бывший игрок сборной СССР по футболу, участник чемпионата мира по футболу 1982 года Сергей Владимирович Боровский. Сергей Владимирович, безумно рад вас видеть у нас в Таджикистане, в городе Душанбе. Это ваш первый приезд к нам или же ранее были у нас, гостили? Как тренера первый, а как игрока, то я еще и в юношеском участвовал в чемпионате среди республик, да, «Надежда» проводился в Душанбе. Это как турнир среди дублеров? Нет? Нет, это даже просто кандидатов в дублеры, можно сказать, потому что среди дублеров это был такой переправа, а «Надежда» вот это уже ступенька, чтобы кто хороший уже попадал в дубль команд мастеров. А потом уже, когда мы играли в первой лиге, к сожалению, не выше, а в первой, то мы встречались с Памиром, хотя потом Памир вышел в высшую лигу и тоже там встречались, но я уже тогда не играл, я закончил. А вот 74-75, да, года и потом 77-й и 8-й, то я вот уже в шестой раз в Душанбе. Шестой раз. Ну, думаю, не имеет смысла спрашивать, насколько преобразился Душанбе и насколько он изменился. Это совсем, по-моему, два разных города абсолютно. Это абсолютно два разных города, и мне очень понравился современный Душанбе. Что больше всего вас впечатляет и что больше всего вам нравится в Душанбе? Кухня, колорит? Ну, каждая республика имеет свою кухню, естественно, это тоже и плов уже я не один раз попробовал, и очень дружелюбный народ, очень тепло принимает, на улицах очень тепло, очень уважительно относится к старшим, это спокойствие, нет напряженности, которой я не... Вот что я за эти 10 дней увидел, что народ раскован, спокоен, гуляет. Вы проводили тренерские курсы, правильно? Да, я был приглашен в Федерацию Таджикистана для участия в курсах тренерских по лицензии А Федерации Азиатской. То есть меня пригласили, чтобы я поделился опытом европейских направлений футбола, европейских требований, которые я провожу в Белоруссии, лицензию А, и поэтому поделиться как бы опытом с вашими коллегами и чему-то, может быть, научить. Вы в Гисаре были на матче Таджикистана? Да. Давайте так, вы же знали сборную Таджикистана тех времен, когда еще играли реально динозавры нашего футбола, легенды. Ну, можно сказать, тогда в чемпионате СССР участвовали практически сборные. Если был Памир, то это фактически сборная Таджикистана. Да. Динамо Минск — это практически сборная Беларуси. Мы все очень действительно рады, что Таджикистан в очередной раз вышел на чемпионат Азии, на Кубок Азии. Но давайте будем честны. Нынешняя сборная и тот состав Памира, если сравнивать. Футбол, да, я понимаю, он изменился и так далее. Но вам понравилась игра сборной или как? Но только честно. Честно, мне понравились элементы игры, которые я видел, что хотел тренер, потому что вначале были попытки прессинга, отбора мяча, и гол, когда забили таджикские футболисты, это как раз после прессинга был, и переходная фаза была быстрая, и, ну, может быть, повезло, но логика игры, может быть, поэтому и повезло, что не случайность это была, а закономерность игры. И нужно учитывать, что было очень психологически большое давление на игроков. Да, это есть. Это было, и причем Филиппины, они уверены в своем контроле мяча, и, может быть, им и не хватило духа
А у Таджикистана они выиграли, потому что очень хотели. А у вас было больше внимания именно на футболиста, который играл на вашей позиции, будучи вами игроком? Ну, сейчас немножко уже позиции эти изменились. Ну, вы были крайним защитником. Да, я играл и крайним защитником, и потом страхующим, либеро. Вот, и поэтому... Сейчас этой позиции вообще нет. Да, вообще такой позиции нет, и поэтому, ну, все-таки, вот вы сказали, сравнить наше поколение здесь, то есть я бы так сказал, что в наше время было больше качественных футболистов, больше. То есть в каждой команде были кандидаты или в олимпийскую сборную, даже в Памире, или в национальную сборную. Можно найти ряд игроков Памира, которые потом играли в России, да. И даже в наше время там Гес тоже в «Спартаке» играл. Вы рекордсмен «Динамо Минск» по количеству сыгранных матчей в период СССР. Да. Всю свою карьеру провели в одном клубе. После Дюшор вы попали в «Динамо Минск», дубль, потом основной состав и так до конца карьеры. Я понимаю, что в те времена, в частности в командах СССР, не было распространено трансферов из одного клуба Это в было другой. очень сложно, очень сложно. Но вы признавались один раз лучшим крайним защитником в СССР. Вы попадали в сборную. Но разве не было предложений из других команд? Были предложения, были, как говорится, желания тренеров тех команд, которые приглашали, но это было очень сложно, особенно если еще внутри там российских команд, там Спартак, Динамо, Ростов играл, Крылья Советов, и украинских Черноморец, Карпаты, Динамо Киев, Металлист Харьков, то есть Днепр, Днепропетровск, то там еще можно было, допустим, те же там игроки Днепра переходили в Киев, игроки Черноморца, тот же Буряк перешел в Динамо Киев, то внутри республики это приветствовалось. А вот чтобы из республики в другую республику, то есть из Динамо Минск перейти в Спартак или Динамо Минск перейти в Динамо Киев, то это было очень сложно. Потому что был политический подконтекст? Да, был политический такой подконтекст, и особенно вот ведущие клубы, это Динамо Киев, Спартак, они, чтобы кто-то, хотя потом уже, когда вот начали перестройки поближе, да, уже потом... Уже 80-е, да? Юран перешел в Спартак, да, там еще перешли игроки из Украины в Спартак, да, из Киева, из Одессы, вот, и если можно вспомнить национальную сборную России первых 90-х годов, то там было игроки и украинские, и грузины были. Но Динамо Минск котировался как клуб Грант в те времена в СССР? Нет, конечно, нет. В общем-то, и в 60-е, и 70-е годы это, ну, как клуб, который мог бы где-то пошуметь, и вот в 63-м заняли 3-е место динамовцы. А вот в 80-е годы, да, в общем-то, мы стабильно входили в 4-ку, 3-ку клубов, которые удачно играли и на Евроарене, и в чемпионате. Сергей Владимирович, так как у вас реально очень богатая на события карьера, я буду прыгать из одной темы в другую, но я хочу заострить внимание на 82-й год. Вы можете назвать 82-й год самым лучшим годом в своей игровой карьере? Так как чемпионство в СССР, попадание в сборной вы были, но еще один раз вызов в сборную и поездка на чемпионат мира в Испанию. И вот хотелось бы немножко обсудить про этот год. Как Минск пришел к чемпионству и далее события от чемпионата мира. Чемпионство, в общем-то, нас тренеры, когда мы только собрались на подготовительный период, ну,
тогда у нас в чемпионате все команды начинали подготовку где-то 20-25 декабря до Нового года. И тренеры нас не так вот, чтобы там торпедировали, но сказали: ребята, вы готовы к тому, чтобы бороться за первое место. Когда мы прошли подготовительный период, еще раз, потому что мы удачно играли кубок, товарищеские игры, и они все говорили: давайте думать о том, как бороться за первое место. Ну, ребята еще как-то сомневались. Но потом, когда команда в первом круге вышла на первое место, хотя там, да, киевляне, спартаковцы, они из-за чемпионата мира пропускали некоторые туры, то уже руководство республики приехало в команду и сказало, что мы должны в этом году бороться за первое место. И уже второй круг был полностью посвящен. И, может быть, были игры, когда вот такая задача, вот как надо обыграть Филиппины, да, или в ничью сыграть, она висит, то иногда матчи получались не очень хорошие. А вот в первом круге, когда этой задачи не было, команда просто летела. Летела, играла в свое удовольствие. Так как давления не было. Да, а когда, ну, любое давление всегда есть, когда ты выходишь на игру, что надо выиграть. Но когда тебе уже сверху ставят задачу, не когда ты сам хочешь, а когда еще плюс приезжает руководство, как это в советское время было принято, и то уже появляется какая-то слишком ответственность за результат. И некоторые матчи у нас были не такие яркие, как в первом круге, но все равно задачу выполнили, и решающий матч со «Спартаком» мы сыграли. Нам, может быть, повезло в том плане, что решающий матч у нас был со «Спартаком». Почему? Потому что сейчас многие говорят, что там договорились. Нет, просто «Спартак» сам по себе противник киевского «Динамо». Да. А тогда мы спорили именно с киевским «Динамо». И поэтому спартаковские игроки выходили, ну, просто... Тогда не было такого, чтобы представители верхушки власти могли бы позвонить, либо же зайти в раздевалку, и чтобы поручить команде не выигрывать. Нет, такого не было. Особенно никто сверху не давил на это, никто не приказывал в этом плане. И поэтому тут чистой воды психология, что команда, ну, это же как все, даже болельщики «Спартака» бы сказали: вы что, отдаете первенство киевскому «Динамо», да? То есть, если бы они могли конкурировать первое, второе, третье, да, и от этого матча зависело, что и они могут стать чемпионами, тогда, конечно, матч был бы, наверное, очень сложный. Но, а здесь... как по мне, человек, который родился после развала СССР, но который много читает, смотрит интервью, подкасты про те времена, особенно футбольные времена, то бы «Спартак», «Динамо» и некоторые другие российские команды, плюс «Динамо» Киев, были более привилегированы. Да, Им было, они были более предпочтительнее, чем другие команды. Это же не скрывать. да, да. И как раз-то вот, когда мы стали чемпионами, после нас уже и другие команды: о, так мы тоже можем. И Днепр становился, и Зенит становился чемпионом. А вот до этого это было, что «Динамо Киев», «Динамо Москва», «Спартак» и только «Заря», Луганск было исключением, и «Арарат». Ну, еще Тбилиси. Но это тоже разовые такие всплески. А в основном это Киев и московские команды всегда чемпионы. А потом, вот как мы стали, потом и Днепр за нами, и Зенит, и Спартак, и Киев даже как-то утратили вот в начале 80-х годов. И потом они опять... Так как шла перестройка, да? Да. Ну и чемпионат мира. Не можем не поговорить про Нет, него. ну, чемпионат мира — это, конечно, событие, причем в Испании, в футбольной стране. Там тебя боготворят, и там бог для всех болельщиков. Там мы жили в гостинице, там отдельно невозможно было выйти из гостиницы. Подходили и немцы, и поляки, и испанцы.
А когда мы играли с Бразилией, то после игры, да, проиграли, 1-0 вели, потом 2-1 на последних минутах проиграли, то мы приехали в гостиницу, бразильские болельщики, как говорится, выстроили коридор Да. и приветствовали нашу команду. Но на самом деле не совсем удачный чемпион мира. Согласны? Ну, команда по своему составу и по выступлению в 1981 году должна была бороться, конечно, за медали. Но даже при таком не очень хорошем результате, как посчитали после чемпионата, по рейтингу FIFA мы заняли 5-е место. Да. Вот, и поэтому потом уже никогда ни Россия, ни СССР не занимала такого высокого места, но это все познается в сравнении. На тот момент всегда для всех был 66-й год, 4-е место, и вот нужно занять выше, чем 4-е место. Тем более, что 81 год отборочно мы прошли, как говорится, на одной ноге всех обыграли. И в группе 2-е место тоже было. Заняли, да, ну, в группе нашей. И заняли 1-е, 2-е по рейтингу FIFA тогда. France Football определил, что ФРГ и СССР даже никому не отдали первенство. Они 1-е, 2-е место в Европе были. Ну, просто большинство людей, которые сейчас смотрят нас, они родились после этого чемпионата мира, они могут вообще не знать, но тогда СССР играла в одной группе с Бразилией, с Шотландией и с Новой Зеландией. Да. Но непростая группа. Да, очень непростая, потому что вот бразильцы очень, хотя там потом, сколько я приезжал в Испанию, вот работал в Динамо Минск, приезжаю в Еврокубки с Вильяреалом играть, там еще приезжаешь в Малагу, и все вспоминают матч Бразилия, СССР, и судья там был испанец, и он не засчитал чистый гол, который мы забили. И все говорят, что да. Если Вара бы... не было, Вара не было, да. Если бы гол засчитали, то ничья была бы 2-2. Да, да. Ну и пропустили обидный гол в концовке на 88-й минуте пропускали, да? Не, мы даже забили при счете 1-1, мы забили этот гол и не засчитали. Мы вывели 2-1, потом уже неизвестно, как бы играла Бразилия. А кого вы можете прям отметить из того состава Бразилии, прям супер глобальную звезду? Сократес, Фалькао, Эдер, Зика. Причем Сократес и Эдер забивали. Да, Зика. Зику играл, да. Вот. Это очень просто феноменальные игроки, которые, у них брак был ниже 5-6%. Это игроки атаки, игроки середины, которые вот с мячом работали просто. Позвольте спросить, я то поколение, которое не смотрело матчи, например, Пеле, потому что тогда не снимали так, как сейчас, не было трансляций. Я больше смог посмотреть Марадону, Йохана Кройфа, потому что тогда уже трансляции были. Действительно ли бразильцы были настолько хороши, насколько их пиарят? Ну, действительно, бразильцы были, вот это вот, как они завоевали в 1958 году и практически до 2000-х. До 80-х годов они были, покуда не появилась сборная Голландии, 1974 год, прессинг этот. Вот, не ФРГ, Бекенбауэр, Мюллер, вот до этого практически 58 по 74 это была гегемония бразильского футбола. Потому что очень техничные игроки, очень рациональные игроки, очень разных, не похожие друг на друга, разные игроки. В каждой позиции, каждый имел свою изюминку. Поэтому... Но, что можно сказать о нашей еще группе, извините, можно? Не. Вот шотландцы, да, когда нам давали информацию из прессы, которая, то там супер нападающие, супер полузащитники, которые могут дать в любую точку штрафной на голову или на ногу нападающему. А потом выходишь, думаешь, ну они же такие, а потом мы забили 1, 2, Досаев вышел на все верховые
то есть они играли верхом, а Досаев все поснимал. Все забрал верховыми. И они растерялись. То есть они такие же из такого же материала, как и мы. То есть как и мы теряемся игроки, так и они, звезды, которых пиарили там все английские газеты, а они тоже растерялись и не знали, как против СССР играть по-другому, как то навалом или и низом не получалось, мы перехватывали все верхом. Досаев великолепно сыграл ту игру. И мы сыграли в ничью и вышли в четвертьфинал. Ну и четвертьфинал тоже давайте продолжим. Четвертьфинал, ну, у Польши тоже хорошая была команда. Они первый матч выиграли 3-0 у бельгийцев. И чтобы быть в равных хотя бы, как говорится, позициях, мы должны были тоже 3-0 обыграть. Но, кстати, справедливости ради, на том чемпионате мира поляки завоевали 3-е место. Да. Они причем обыграли французов. Ну, французов они, конечно, французы были сильнее, но французы приехали выигрывать чемпионат мира. И когда они проиграли в полуфинале немцам, 3-1 вели и по пенальти потом проиграли, то они, полкоманды уехал вообще с чемпионата. Платини и все ведущие игроки уехали. Они уже все, они не хотели даже играть за 3-е место. Ну, вот понимаете, это та информация, которую может рассказать только человек, который участвовал на чемпионате мира. Да. Поэтому, если такие моменты есть, вы даже не ждите моего вопроса, прям вот, сразу. И они уехали, и поэтому Польша... То есть 3-е место даже для них это... Это было поражение. Они приехали играть и бороться за золотые медали. У них очень классная команда. Они через 2 года стали чемпионами Европы. А получалось так, что в полуфиналах играли только европейские команды. Бразильцев, аргентинцев не было. Кстати, Сергей Владимирович, кроме Зико, из мировых звезд, с кем еще приходилось пересекаться на футбольном поле? С Платини, может, с кем-то еще получалось? Да, с Платини мы играли, да, были, сборная СССР играла с французами в Париже. 1-1 мы сыграли. Вот, с поляками играли и на чемпионате мира, и потом еще отборочные игры к чемпионату Европы. Там и Лята был, и Шармах был, Боник был, и Смолярик был. То есть очень ведущие и звезды польского футбола. Также против австрийцев мы играли, там Шахнер был такой очень известный нападающий. Ну, про шотландцев я говорил, бразильцев. Вот. Из таких вот более ведущих таких звезд, которые мне привелось играть. Позвольте спросить вас один вопрос. Вы наверняка сможете дать ответ. Вы играли в том поколении, вы смотрите это поколение. Действительно ли Пеле лучший игрок всех времен? Как раз про это, что футбол не стоит на месте, и всегда определяют игрока, который явно выделяется в свое время. Вот Пеле выделялся в свое время. Вот здесь очень важно. Время. Да, потому что, хотя все понимали, что он великий игрок, и в Англии в игре с португальцами его просто вырубили. Ему прыгнули прямо в колено. Тогда даже замен не было, еще в 1966 году. И он на одной ноге доигрывал, просто бежал вот так и хромал. Вот. И поэтому то, что он делал, а другие не могли делать, то он действительно был король того времени, однозначно. Так же, как Марадона, король, тот же Кройф, король в этом, так же, как и Рональдиньо, который приехал и играл в Барселоне, это кудесник мяча, тоже он великолепный. И Месси, то есть это, опять же, как бы он тогда сыграл? Ну, непонятно, да? Ведь сложно. В любом случае, эти игроки, которые сейчас выделяются, у них совсем другая подготовка в юношеском футболе. Согласен. Правильно? Полностью согласен. Они чуть-чуть все-таки, вот допустим, я сейчас тренер, и то, что я рекомендую игрокам, как играть, чтобы
если я эту информацию знал в свое время, я вообще бы, наверное, не на одной правой этой. То есть ту информацию, которая сейчас есть в современном футболе, потому что открытые стали все Доступность информации. доступность информации, Да. все видишь, видео, телевидение транслирует книги, сколько выпускает книг, учебников для футбола. Это Сергей Владимирович, еще один вопрос. По вашему сугубо субъективному мнению, Олег Блохин лучший игрок 80-х годов в СССР? молодой, юный, до 25 лет Блохин действительно лучший футболист. Недаром ему дали тогда Золотой мяч. Да. Если А вот в конце уже он, конечно, немножко... его вклад в футбол Украины значимее, чем Андрей Шевченко или нет? Ну, на то время, да. На то время, да. Шевченко все-таки получил золотой мяч, уже будучи игроком Милана. То есть там уже в любом За случае... более сильный состав играя. И более, ну, по рейтингу выше Милан. Ну, хотя киевляне с этим не согласны, но Милан, он все более... Это так же, вот как если взять Динамо Киев и Динамо Минск. Так и Милан, и Динамо Киев. Милан все-таки в то время уже был неоднократный чемпион Лиги чемпионов, да. Ну, тогда был Кубок европейских чемпионов, называлась Лига чемпионов. Вот. И поэтому именно вклад тогда советского футбола, конечно, у Блохина больше. Хотя для Украины Шевченко это тоже игрок очень значимый. И, ну, я говорю, что поколение и условия, в которых готовятся футболисты, в которых играют, нельзя сравнить, что тогда было. Вот он лучше, сейчас этот. Все-таки там было уже чисто местная, да, команда, никуда никто не уезжал. И, конечно, для любого болельщика. Вы, будучи игроком сборной СССР, ваша заработная плата сильно отличалась от других игроков Динамо Минска или нет? На 50 рублей. Нет, просто для меня 50 рублей. 250 была зарплата футболистов высшей лиги. Давайте так. А сборники... Пожалуйста, еще одновременно объясняйте, это сколько, какие возможности на эти деньги, потому что для меня 250 рублей это, ну, я не знаю, пообедать сейчас. Нет, но, допустим, рабочий получал 150-180. На заводе. Да, до 200 рублей. Так. Рабочий. Мы получали 250. Вот, в футболе. То есть это приравнивалось к начальнику цеха, там, начальник отдела кадров, там, понимаете. А кто входил в сборную СССР, тот получал 300. То есть была стипендия от спорткомитета СССР, что сборники всех видов спорта получают такую вот премиальную. Вам Волгу подгоняли? Если бы у меня были деньги, я их покупал. Не, так вот, чтобы сказать, что нет, вот... по-моему, Карпину в свое время предлагали за переход в Динамо Тбилиси, по-моему, если память не изменяет. Нет, ну, ключи от потом Волги. и другие же были такие тоже переходы, и когда тебе дают подъемные, так называемые, там, 20 тысяч, то ты за 15 тысяч можешь купить Волгу. В итоге, в советские времена вы были обладателем Волги или нет? Я накопил, да. Уже к 1984 году уже чемпионами стали, и Еврокубки поиграли, и до 1985 года. Как раз то за счет именно игры в сборной, в первую очередь, и премиальных, у меня получилось, что я могу купить. Ну, кстати, вы же поиграли и на Кубке чемпионов, на Кубке обладателей кубков. И Кубки УЕФА. И Кубки УЕФА. Да. Все 3 уровня Да, того времени УЕФА. Во всех 3 уровнях Динамо Минск доходила до четвертьфинала. Это считается очень неплохой результат. Это очень. И причем
четвертьфинале Кубка Кубков мы проиграли обладателю Кубка. Проиграли опять же обладателю Кубка Мехелену, который дома с помощью судей нас обыграл. Ну и тогда такое было, да? Конечно. Побольше. Потому что в Вара не было и трансляции не было. Самый запоминающийся матч, который вы провели под эгидой УЕФА. Ну, в общем, Попадалась ли Барселона? Попадалась ли другая команда Гранд? ну, Грандов, может быть, поэтому мы и доходили до чемпиона. Нет, но мы играли с чемпионами Испании. Тогда, на тот момент, это был Реал Соседат. На те времена да. неплохая команда. И мы их даже сейчас. обыграли и прошли дальше. То есть мы сыграли 0-0 дома и 1-1 у них. И тогда гол на выезде считался за 2. То есть мы за счет Преимущество выездного гола. Да, за счет преимущества выездного гола. Вот. Мы были в шаге от игры с Ливерпулем. Но, опять же, я ничего не говорю, но за счет судей Динамо Бухарест нас обыграла и играла в полуфинале. Мы играли в четвертьфинале, а потом они вышли в полуфинал против Ливерпуля. То есть, а так, да, с чемпионами, но не Грандов, получалось, что с чемпионами проходили чемпиона Швейцарии, чемпиона Венгрии, проходили чемпиона Испании. Да, это были не гранты, но раз они смогли обыграть Реал и Барселону, то... То значит, они на тот момент были лучше. Да, они были лучше. Ну, не было ли попытки со стороны европейских команд, я не знаю, подкупить лично вас? Нет. Сыграть слабее? Нет, такого не... Там только через судьи все только работало? решалось через судьи, да. Ну, это, знаете, все-таки это как отношения... Иногда просто супер судьи были, ну, настолько классно судили, а иногда даже не нас, а тех же и Тбилиси, помню, и Спартак, ну, просто плавили так, что, ну, достаточно вспомнить Эриксона, который руку Марадона не заметил в 90-е годы, когда Марадона выпил, играя против СССР. То есть здесь, видимо, было просто такая чисто политическая, что СССР кое-кому не нравился. Да. Биполярность мира. Да. Понимаем геополитическую ситуацию тех времен. Но вам удалось все-таки пройти стажировку, поработать с европейскими специалистами. Тем более вы очень неплохо дружите с Луи ван Галом. Ну как, в общем-то у меня хорошие отношения и с Боником, он председатель Федерации Польши. И когда пересекаемся, то вспоминаем наши матчи на чемпионате мира и отборочные матчи. С любым тренером, что вот характерно для тренеров западных, да, если ты с ним поконтактировал, он всегда тебя вспомнит. То вот я был там-то, там-то, о, да, привет, туда-сюда. Нельзя сказать, что мы такие большие друзья, но когда приятели, можно назвать? Даже не приятели, но когда уважение коллеге своему, какой бы он в команде не был, в какой бы стране эта команда не играла, у западных тренеров это просто уважение к ним, и нужно перенимать это в общении с тренерским штабом команд, потому что у нас очень... Они, может, у себя тоже где-то, но публично всегда они очень доброжелательны и искренне помогают, если что-то, сколько было вопросов, там и присылал Ван Гал какие-то рекомендации и по тренировочному процессу, и по тестированию. То есть, когда обращались мы, я тогда работал в Латвии, вот, и очень дружелюбно и профессионально. То есть они понимали, что я им не конкурент. С вами можно поделиться и просто... Да, и что-то, я сейчас вот тоже, мне не конкуренты тренеры Таджикистана. Я все, что знаю, я
Ну вот даю. вы проходили, скажем, стажировку под руководством Ван Гала, и мы видели его опыт работы в Манчестер Юнайтед. Двоякое впечатление, но вы можете сказать, что он входит в десятку лучших тренеров мира или нет? Ну, в свое время, ведь всегда что получается, что золотой век тренера, это можно сказать, вот 48-60, 12 лет. Вот в эти года обычно стабильность тренера проявляется. То есть некоторые выстреливают, как говорится, и в 40, но формируется полностью тренер профессионально после 45 лет. Мгм. Вот. И когда ему было 45-55, он был действительно хорош. Потом Хорош. уже вырастают новые Гвардиолы, вырастают Де Церби и так далее. Артеты. Да, вот. И уже они диктуют что-то новое. Поэтому я как раз, когда с ним стажировался в его команде, это была Барселона. Да. То есть тоже команда, которая очень тогда была на слуху и приглашала хороших игроков. Есть информация, что под вашим руководством в качестве тренера Беларусь обыгрывала Голландию. Ну да, это было первая в истории белорусского футбола такая значимая победа. И нескромно так скажу, что после итогом того года, 95-го, я попал в справочник Федерации в Германии, Мгм. как один из вот таких неожиданных тренеров, который сотворил сенсацию. То есть очень они все, можно же вспомнить матчи ПРГ, Голландия, когда плевали друг друга Фёллер и Райкард, вот, и Бельгия, Голландия, вот вся эта вот верхушка, немцы, голландцы, бельгийцы, они очень, плюс англичане, друг против друга всегда настроены. И когда кто-то, Недружелюбно, так скажем, да? понимаете, из там сотого места обыгрывает какую-то команду, то все остальные безумно рады. И всячески начинают Да. даже Но подкалывать, да? я уже вот тренерам всегда говорю, что любая команда слабее топа может обыграть при каких условиях? Когда они физически превосходят и психологически. Ровно как Россия обыгрывала Голландию в Э, 2008 году. Но здесь Россия все-таки, да, в любом случае, даже я говорю, что и вот потом у нас были случаи, что сборная, это и вот Батэ, когда была фаворитом, одни обыгрывали Баварию 3-1 дома. Да. Вот. То есть по игре видно, что игроки вышли уверенные, что мы сегодня обыграем эту команду. Даже предыгровая разминка накануне, они не закрылись от всех, а пригласили, пожалуйста, все журналисты, все, кто хочет, приходите на нашу. И мы пришли, увидели, как мы готовились, и игроки увидели, так это ж мы все против этого тренировали, все наши, и вышли более уверенные. И когда еще повели после первого тайма, то самое главное было, чтобы выходили на второй и не думали, что ой, как бы не пропустить, а наоборот, играть более уверенно. И были моменты, но... Не было перед матчем страха, что влетим 5-0, 6-0 от Ну, голландцев? руководство так думало. И некоторые болельщики думали, но когда стал счет 1-0, у нас же тогда было как? Матч обязательно в 9 часов новости, и все. Вся страна должна быть у телевизора и слушать новости. А у нас второй тайм начинается. Вот. И потом комментатор Новицкий такой Владимир, он просто через экран потребовал: дайте посмотреть второй тайм. И перенесли. Вот благодаря этому мы и выстояли. То есть, чтобы многие же узнали, что ведут, и побежали к телевизору второй тайм смотреть. И вот эта аура, которая 40 тысяч на стадионе, и неизвестно сколько
миллионов у телевизора, так же, как и тогда на стадионе Таджикистан. Он не только команда хотела, но и хотела вся страна. Да. Поэтому и получилось. У вас есть коллекция футболок других игроков, с кем вы обменивались вообще? Обменивались ли? Ну, Либо во времена СССР не особо принято было. Да. Запасных форм не было. Товарищеские матчи очень нам запрещали обмениваться. Потому что не было дополнительных форм? Да, было. Или она уехала в Таджикистан. Вот. Но на чемпионате мира, да, у меня бразильская, она у сына, потом, значит, польская, бельгийская и, конечно, 2 майки сборной СССР, белая и красная. Ну, это база. Это база. Ну и напоследок вопрос, который начал меня интересовать после того, как мы с вами сразу же встретились, как я вас увидел. Дорогие телезрители, хочу напомнить, что нашему гостю в январе исполнилось 70 лет. 70. Сергей Владимирович, как в 70 лет выглядит вот так же бодро и свежо, как вы? Это самое главное, я считаю, что надо работать с молодыми. Да. Если будешь работать со своими сверстниками, Нет, то... честно, без как капли лести, вы действительно не выглядите сейчас на 70. Нет, но я всем объясняю, что когда работаешь с молодежью, ты... Вот даже я недавно проводил тренировку здесь для тренеров с молодыми ребятами, и это все заставляет тебя не топать, а быстренько сюда, да. Я уже на 100 метров не побегу, но на 2, 3, 4, 5 метров я еще покажу, как надо играть. Я перемещу себе пас отдам, как бы. Да. Да, ну... То есть вот с молодежью это самое главное работать, и вот я не чувствую возраста, почему? Потому что я в тренерском деле был 40 лет условно и работал с молодыми. Вот у меня в голове эти 40-45 лет остались. Да, прекрасно. Я благодарен вам действительно за то, что смогли вот среди этого плотного графика найти время, прийти к нам в гости, побеседовать, рассказать то, что нигде не написано, потому что эти моменты может рассказать только очевидец. Это все недоступно для СМИ. У нас состоялась очень теплая действительно беседа, чему я безумно рад. И еще раз добро пожаловать в Таджикистан. Мы всегда рады таким гостям. И надеюсь, что ваш следующий приезд будет уже не через 10, не через 20 лет, а уже каждый год будете постоянным нашим гостем. Как минимум, хотя бы как инструктор, если не как инструктор, мы всегда ждем вас в гости. Спасибо большое. Дорогие телезрители, на этом наше очередное интервью подходит к своему завершению. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был бывший игрок сборной СССР по футболу, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Беларуси и действительно очень добрый, скромный и светлый человек Сергей Владимирович Боровский. Мы с вами прощаемся ровно до следующих выпусков. Пока.